Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И начну с главного, с главных и существенных перемен теперь в нашей жизни. Как вы знаете, в пристройстве нам помогают наши друзья в Европе. И о том, как живут наши пристроенные, мы вам показываем на втором нашем канале. Без них, без их помощи собак было бы у меня в разы больше. Спасибо, что эти ответственные люди помогают нашим бедолагам и делают их счастливыми. И вот теперь все изменилось. По новым законам, чтобы выехать из страны, надо собакам сдать анализ на бешенство. Стоит это 5000 за собаку. Срок изготовления 2 недели. А еще это не все. Самое ужасное, что после сдачи анализа и получения сертификата с правильными титрами, она выжидает возможность выезда аж 3 месяца. Представьте, семья выбрала собаку, но выехать не сможет целых 3 месяца. Но ведь не каждая семья будет столько ждать. Значит, мы будем терять ручки, и пиар будет впустую. Что нам остается? А остается нам следующее. Сдать, желательно всем собакам, анализ на бешенство, получить сертификат и чтобы 3 месяца начали свой отсчет, чтобы хотя бы в январе они смогли выехать. И условия, если их выберут и если удастся сдать этот анализ в сентябре. Но пока не удается из-за отсутствия денег. 5000 за одну собаку, а сдать надо, если уж вести в эту единственную в Москве лабораторию хотя бы 20 или 30 собак. А это значит 100 или 150 тысяч. Что делать? У нас нет других вариантов. Надо сдавать анализы. И я прошу, друзья, вашей помощи. Очень прошу. Это новое в нашей жизни. Это нелегкая задача сдать анализы в отдаленной от передержки лаборатории, а потом ожидание долгих 3 месяцев. Друзья, пожалуйста, помогите. Помогите теперь на анализы, иначе они у нас зависнут на передержках на года. Пожалуйста, я очень вас прошу. Ну, а теперь, друзья, переходим к нашим будням и наши новые спасения. В этот раз с кладбища Якутска. Оттуда я еще не спасала. 2 котенка, маленьких, 1,5-месячных, как только выживали. И щенки. К нашему приезду оставались только 2 живых. Людей что-то никого не видно. Живой, не живой, живой. Так, и вот в коробку посадила 2 котят. Вот они, котятки. В общем, кладбище. Конечно же, не жильцы они там. Народу там нет, а те, что бывают, на голодных животинок не обращают внимания. Все очень ласковые и несчастные. Котяток решили забирать сразу, это понятно. Но мысль о щенках оставшихся не давала мне покоя. И девать их некуда. И щенков я не спасаю. В общем, напросилась я в Питер, чтобы взяли на кураторство. Куратор, особенно сейчас, на вес золота. В Питере согласились взять, но при условии оплаты перелета и оплаты хотя бы 1 щенка за передержку. Друзья, я согласилась в надежде, что вы поможете. Ведь жизнь живого существа стоит того. И еще я понимала, что оттуда, с кладбища, никто точно не спасет. Тогда кто, как не я? Давайте поможем, друзья. Пожалуйста, но нельзя пройти мимо этих детей. Надо оплатить перелет и оплатить 1 месяц щенка, передержку. Пожалуйста, я вас очень прошу. Пожалуйста, ну давайте вместе поможем еще спасти эти живые души.
Ну, а также нашелся в Питере куратор и еще для одного очередного рыжего красавца. Выкинули из дома в подъезд, видимо, за то, что метил, ведь был не кастрирован. Мы его забрали, кастрировали, и ему тоже нужна оплата перелета, а также оплата 1 месяца передержки 5000. Друзья, пожалуйста, помогите. Помогите этим несчастным, у которых никого нет, кроме нас с вами. Друзья, у нас закончились в Якутске все переноски. Они все в Москве и в Питере. Так не должно быть. Скоро встанет река и переправа закроется. Тогда не сможем вообще никого отправить аж до Нового года. А животные, кошки и собаки, хоть малыми темпами, но улетают и в Москву, и в Питер. Уезжают наземным транспортом в Якутск. Чем оплачивать, неизвестно. Это большая, вниз. Ну, до первого этажа еще не будет. Сейчас на двери перекроют, вот это самое тяжелое. Это вниз, да. Впереди. Это самое маленькое. Неимоверно тяжелый. А это вниз можно. Это вообще... Без переносок не улетит никто. Вспомните, какой ад был в декабре, оставшись без переносок. Уже скоро начнутся холода и морозы. Я отправила собранные здесь переноски. 10 дней они были в пути. И вот пришли, но оплатить нечем. Без оплаты не получим в транспортной компании. Надо срочно оплатить 25 тысяч. Друзья, пожалуйста, помогите. Они должны быть срочно получены. Вот такие у нас, как всегда, проблемы. То одни, то другие. Без анализов не будет пристройств, таких, как вы видите на нашем втором канале. А без переносок не будет возможности никого спасти из ледяного скоро Якутска. Только вот во всем вместе мы сможем преодолеть новые трудности, которые по воле судьбы нам создают. Пожалуйста, не оставляйте их. Я очень надеюсь на вашу помощь и поддержку. И еще, друзья, скажу, что у нас есть несколько песиков, которых выбрали семьи в Европе. Но времени их собрать в дорогу не получилось. Мы опоздали. Поэтому нам надо сдавать им в первую очередь анализы и ждать 3 месяца. Пожалуйста, давайте вместе. Давайте только вместе. Иначе у нас не получится.